Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 18 августа 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Итак, у нас карта дня письмо. Что будет помогать? Метла. Что будет мешать? Коса. 3 карты на отношения. 3 карты. 3 карты на финансы. Ой, на работу. На работу это будет у нас. 2 карты на финансы. И карта здоровья. Ну, какая гора на здоровье. Так, и будем подсказывать на колоде Парижская Севилла. Итак, у нас выпадает карта письмо, как карта дня. То есть информация любая становится важной. Да, информация, которая для нас важна. Это могут быть какие-то смс-ки, это может быть звонок, несмотря на то, что здесь у нас как бы письмо, вроде бы печатаем мы, да, или пишем рукой. Вот, но может быть и просто как информация здесь. А также может быть это карта каких-то важных бумаг, да? Допустим, оформление бумаг, может быть заключение каких-то важных договоров, когда потребуется подпись наша, потребуется подпись других людей. Это какие-то награды, дипломы, грамоты могут быть вполне. Это могут быть какие-то доверенности, бумаги, которые мы оформляем, может быть там на завещание, да? Или какие-то отправляем по почте письма, посылки, получаем тоже так же. Это может быть просто какая-то интересная информация, важная информация, которая меняет нашу жизнь. Допустим, есть проблемы по здоровью, да, нашли какую-то статью, книгу, прочли, и вот решение вопроса появилось, да, то есть это очень важная информация. Вот, а также вот по этой карте очень часто идут и ситуации, которые как бы связывают людей, да, то есть, смотрите, допустим, есть ссора какая-то, непонимание, и можно с помощью слов, да, написанных, вот эту проблему убрать, да, навести мосты, договориться и так далее. Но вообще, это даже, кстати, очень часто и деньги, да, как деньги в конверте. Ассоциация такая у нас сейчас есть, часто зарплату выдают у нас в конвертах, да, вот, может быть, даже для кого-то это получение зарплаты. Давайте из Парижской Севиллы достанем карту, в чем именно будет важна вот эта карта письмо. И здесь у нас как раз выпадает карта гнев, разногласия, да, то есть получается, что если вы поспорили, поссорились, если как-то повели себя неправильно, да, то вот можно через письмо, через смс-ку решить вот этот конфликт, да, и можно понять друг друга благодаря вот именно тому, что можно написать. Так, теперь что будет помогать? Будет помогать метла. Метла это всегда как бы чисто, да, как бы ассоциация со словом чисто и со словом быстро. То есть мы метем быстро, да, и чистим с помощью, очищаем с помощью метлы, да, выметаем мусор. То есть нужно, во-первых, будет понять, что ошибки есть, да, для того, чтобы их убрать. Вот. И потом нужно действовать быстро, без промедления, да, то есть нужно очистить отношения, очистить, может быть, информацию от каких-то ошибок, да, проверять, допустим, документы, которые мы можем составлять и поспешив какие-то ошибки допустить. То есть проверять нужно обязательно. Нужно обязательно быть, знаете, объективными, да. То есть когда мы спешим, не всегда получается быть объективными, правильно поступать. То есть здесь вот мало того, что нужно быстро действовать, но еще и обдуманно, да. И особенно вот для решения конфликтов, конечно, очень хорошее время. Что будет мешать? Будет мешать коса. Коса – это когда мы пытаемся закончить отношения, да, когда мы пишем что-то такое, что нас как сказать, отворачивает друг от друга, прекращает отношения. То есть прекращать сегодня что-то нежелательно, да? А вот менять, улучшать, очищать, вот это все очень хорошо. Так, теперь посмотрим отношения. Для тех, кто у нас в поиске партнера, выпадает карта Солнца, которая говорит о том, что действительно сегодня, посмотрите, даже карта из Парижской Севиллы говорит о том, что может быть встреча какая-то, видите, мужчина и женщина, да,
То есть получается, что, может быть, придет тот человек, которого вы ждете, да, встреча может быть случайная, встреча может быть запланированная, вот, и самое главное здесь как бы дружба, взаимопонимание. А теперь посмотрим, что ждет тех, кто уже в паре. Здесь у нас выпадает карта сердца, то есть какие-то романтические могут быть моменты, да, может быть действительно какой-то подарок, может быть романтический там ужин, может быть все что угодно, что вас радует. А также сердце может говорить о заботе, да, то есть может быть партнер будет заботиться или вам нужно будет позаботиться о нем. Посмотрим подсказочку, но здесь вот написано имущество, да, значит, скорее всего, вот эта забота, эта романтика будет связана с какими-то внешними вещами, подарками, денежками, да, организацией чего-то, может быть, там приглашение в ресторан или еще что-то такое, да. Здесь, может быть, будет прибыль какая-то, да, денежки могут приходить очень хорошие, и вы будете этому очень рады, и, может быть, даже сделаете какой-то праздник для двоих благодаря тому, что вот пришли какие-то финансы дополнительные. Также, может быть, знаете, какие-то, допустим, у вас или у вашего партнера были в общем, были, может быть, сложные моменты, и вот благодаря вашим усилиям, да, или благодаря людям, которые к нам хорошо относятся, мы это разрешили, и вот у нас удача такая, успех пришел. А теперь у нас карта для тех, кто в ссоре, выпадает карта гроб. Давайте сразу дополнительную карту достанем из французской сифилы, да. Обстоятельства у нас здесь выпадают. Вот смотрите, значит, будут такие обстоятельства, которые вот закроют вот эту вашу ссору, потому что здесь у нас карта, которая говорит о том, что это вам на благо будет, да, то есть это в любом случае вот от вас зависит, продолжать эти отношения или же, может быть, новые вам нужны, да, новые начинать, то есть ваш личный выбор. И если вы сомневаетесь в себе, желательно посоветоваться с тем человеком, которому вы доверяете. Вот. И если, допустим, этот друг вам посоветовал, то это правильно. А если человек, которого вы плохо знаете, то тогда сначала нужно будет проверить этот совет. Так карты рекомендуют. Так, давайте посмотрим работу. Для тех, кто в поиске работы, медведь выпадает, карта денежная, карта статуса, помощи, поддержки, опеки какой-то, да, то есть здесь действительно может быть, благодаря другим людям, может быть получена вот работа. Дополнительная карта у нас здесь выпала вот к медведю здоровье, да, то есть получается, что действительно эта сфера у вас выздоровеет, да, то есть вы найдете работу, вы можете сосредоточиться на выбранном направлении, да, и получить хороший результат. А теперь для тех, кто уже работает, здесь у нас выпадает карта ключа. Очень хорошая карта для решения любых вопросов. И дополнительную карту я достала из парижской сивиллы, это гармоничные отношения. То есть ключ в гармоничных отношениях. Ключ в том, что любые проблемы и сложности решатся, если мы налаживаем связи, если заключаем договоры, если как-то дипломатично себя ведем, если мы дорожим теми людьми, с которыми работаем, клиентами, да, если мы укрепляем эти отношения, и вот тогда все нам на пользу оборачивается. И вообще любая ситуация здесь может быть решена, да, любая сложная. Это может быть новое какое-то решение, это может быть закрытие каких-то старых проблем. В любом случае здесь может быть помощь через отношения. А для тех, у кого свое дело, выпадает карта сад, и дополнительную карту мы достанем. Здесь у нас выпадает забота и болезнь. Да? То есть, что это значит? Возможно, конфликты с какими-то людьми из дальнего окружения. Это могут быть клиенты или, может быть, даже и с коллективом, да, если у вас большой коллектив. Также вы, может быть, знаете, дома, допустим, какие-то нерешенные проблемы имеете, или действительно кто-то дома болеет, или, может быть, у вас просто много там сложностей, проблем, и вы все время думаете о домашних делах, и вам никак не переключиться на дела
по бизнесу, по делу, по вашему, да. И вот вам желательно загладить сначала ссору или решить отношения, которые у вас дома, для того, чтобы вы могли сконцентрироваться на работе. Это раз. Во-вторых, вы можете заботиться ну, с другой стороны, если взглянем на эту карту, да, то мы можем заботиться очень о своем коллективе, мы можем заботиться вот о клиентах так, как о своих близких, да, вот тогда с этой стороны это, конечно, очень хорошо получается у нас, да, потому что наши связи только растут тогда, укрепляются. Финансы. Для тех, кто на зарплате, выпадает карта лиса, карта профессионализма, карта такой деятельности активной, и выпадает карта гадалка, да, то есть что получается, вот я сейчас пойму, да, то, что мне придет интуитивно, вот то и, значит, нужно проговорить. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что может быть по деньгам какое-то недоразумение, да, может быть действительно здесь либо бумаги надо проверить, допустим, вам принесли, вы получили, допустим, информацию о назначенной зарплате, скорее всего, там какая-то ошибка есть, и что-то вам не додали, не доплатили, вот желательно проверить. Или, допустим, у вас, допустим, вы работали много часов, да, а что-то там не учли. Вот обратите внимание, проверьте, правильно ли вам назначена зарплата. Для тех, кто зарабатывает своим делом, да, выпадает карта кольцо. Ну, во-первых, кольцо это у нас как подарок, да, как то, на что мы тратим деньги. И здесь вот может быть вполне деньги приходят, да, от каких-то наших повседневных дел, и мы их тратим на какие-то, может быть, дорогие вещи, на какие-то покупки, которые, может быть, предназначены не нам лично, а там супругу, человеку, с которым мы хорошо общаемся, кому мы признательны, это может быть подарки другу. Либо здесь могут приходить деньги, которые вот, ну, как бы обычно приходит, да, то есть вот, допустим, у вас есть какой-то цикл сделки или есть какой-то цикл, как вы работаете с клиентами, и вот как обычно приходят деньги, так приходят и сегодня. А также вот по этой карте может быть какая-то сделка совершена очень такая хорошая, важная, главная, да, вот у нас здесь подписание может быть каких-то бумаг, и вот от этой сделки могут приходить деньги. Но здесь у вас какие-то обязательства есть тоже с вашей стороны. Скорее всего, вы тоже что-то будете вот за эту сделку платить. Это раз. И еще здесь может быть кто-то что-то подарит, какие-то деньги придут неожиданно. Также по этой карте очень часто идет какое-то предложение денежное, которое в будущем может сыграть роль. Давайте добавим карту. Да, огорчение проблемы нам выпало вот по деньгам. То есть получается, что с помощью денег можно решить какие-то проблемы, которые возникли. Да? Или, допустим, карта говорит о том, что нужно обратиться за помощью, допустим, к специалистам для того, чтобы правильно решить вопрос денежный. По здоровью выпадает карта гора. Обычно это карта хорошего здоровья, да, такой высокой энергетики. И выпала у нас карта дополнительная из Парижской Севиллы, выбор соперничества, да, то есть это у нас по здоровью. Но соперничество будет забирать энергию, то есть нужно будет равняться только на себя и ни в коем случае не тратить энергию на то, чтобы сравниться с другими людьми. Вот, а выбор, если, да, то есть наше здоровье, наш выбор. То есть получается так, что мы определяем сами сегодня, быть нам на высоте своего здоровья, своей энергетики или внизу, да. Здесь карта говорит о том, что предстоит вам победить, возможно, какую-то болезнь, возможно, может быть какая-то острая ситуация, да, и вам нужно себе в этом честно признаться, да, и это тоже снимет какую-то проблему, вот связанную со здоровьем. Может быть, допустим, есть зависимость какая-то, да, и она влияет на здоровье. Нужно честно себе признаться в том, что она есть, и сделать выбор соответствующий, да, в сторону здоровья. Друзья, всем желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось.
Хотела вам сказать, что буду делать акцию по кофе, да, будем читать ваши чашки. Я очень часто делаю эту акцию в ВКонтакте, вот, а с вами мы еще ни разу это не практиковали. То есть какая будет у нас, как будет проходить акция? Вы можете присылать чашки сфотографированные с остатками кофе, да, то есть у вас есть какой-то вопрос, вы выпиваете чашку кофе, гуща остается на чашке, не очень сильно как бы разбавленная водой. Переворачиваете ее от себя на блюдце, пусть она хорошенько высохнет, чтобы не текла. Потом фотографируйте с разных сторон и донышко, с 4 сторон и донышко, для того, чтобы я могла все это посмотреть. И ручка должна быть видна на каждой фотографии. Вот таким образом вы можете прислать мне свою фотографию и вопрос. Под каждым видео есть ссылки на контакты со мной. Вот, и можете присылать мне в какие-то личные сообщения. И в определенный день, я думаю, что я сделаю в среду, вот начну разбирать ваши чашки. Вот до среды можете присылать. Да? Среда это у нас будет 19 августа. Вот до среды можете присылать. Как раз это будет у нас хорошая фаза Луны, да, и у нас получится вот такая прекрасная акция. Если вам интересно, напишите вообще, стоит ли такие акции проводить, интересует ли вас вот такое предсказание по кофе, да. Я, конечно же, отвечу там очень коротко, потому что, ну, чтобы слишком много времени тратить, но все-таки ответ на вопрос вы свой получите. Вот. Всего вам доброго желаю, жду ваших чашек. Выставлю пост в сообществе и там еще раз опишу, что нужно делать. Всего вам доброго, хорошего дня, до свидания.